Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Мы, наконец, вышли после новогодних праздников. Это наша дебютная передача в этом году. И в связи с этим мы, собственно говоря, будем подводить небольшие итоги и говорить, естественно, о сегодняшнем дне. И у нас в гостях сегодня наш постоянный политический эксперт Астамур Таня. Астамур, добрый день. Добрый день со всеми прошедшими длинными праздниками. Да, слава Богу, что они завершились, и мы как-то потихоньку в какой-то обычный наш режим встраиваемся. Начну все-таки с... Я бы хотел, чтобы ты вкратце все-таки резюмировал то, что произошло в прошлом году, вот основные события, да, вот у нас были тяжелые президентские выборы, потом вот мы как-то выкарабкивались из этой зоны турбулентности, была некая попытка перезагрузки ситуации, и сейчас вот как, по-твоему, смогли ли мы в этой истории как бы вступить на новый этап развития, с учетом того, что вот то противостояние, которое было там, допустим, при Аслане Бжане, которое, собственно, привело его к его отставке, и той повестке, которая тогда была, смогли ли мы как-то перестроить, учесть ошибки, которые были? Ну вот я не особо не разворачиваясь там, да, но все-таки и не в двумя словами. Я хотел бы, чтобы ты все-таки дал оценку. Я в целом позитивно оцениваю итоги ушедшего года. При всех эксцессах, каких-то проблемах, которые периодически возникали. Вот. В целом, мне кажется, что мы, на мой взгляд, должны сравнивать с тем, что было до. Вот в сравнении с тем, что было до, нынешней власти удалось стабилизировать ситуацию в стране и в плане вообще такого эмоционального состояния, вот, сгладить какие-то углы. Вот. И что называется, на протяжении вот этого короткого промежутка времени, прошедшего после выборов, такой в Абхазии возник своего рода политический штиль. Вот. Ну, я думаю, это хорошо характеризует действующего президента. Из недостатков я бы все-таки отметил, что очень мало политических инициатив, которые были бы направлены на упрочение этой ситуации. Раз. Два. На формирование совместно с разными политическими силами какой-то позитивной политики в области, во всех областях. Это экономика касается, внутренней политики, в безопасности и так далее. Может быть, даже на каком-то этапе можно было бы даже институционализировать постоянный диалог такой общественный. Это не только власть и оппозиция. У нас же общественный спектр не замыкается на только этих сил. Понятно, что они ведущие, вот, но они тоже неоднородные, кстати. Вот. И гораздо можно было бы шире подойти, интеллигенцию привлечь, там, общественных разных активистов, экспертов в разных сферах. Потому что, ну, в принципе же, Абхазия не гигантская империя. У нас традиционно одни и те же проблемы, которые мы должны решать, связанные с нашим выживанием, безопасностью, демографией, языком, экономическими такие вопросы. Вот. Я не думаю, что у нас есть какие-то враги сами себе. Я думаю, что можно такой диалог наладить. Тем более, что такие сигналы подавались из оппозиционной среды тоже. И в послании своем президент тоже об этом сказал. Но время с этим затягивать нельзя. Потому что мы можем потерять благоприятный момент. Ну и ты правильно сказал,
заметно, что произошла перезагрузка отношений со стратегическим партнером. Вот. Во-первых, вся вот эта конфликтогенная повестка, она была оставлена, которая формировалась предыдущей властью, она осталась в прошлом. Вот. Видно, что какие-то решаются проблемы в области там, энергетики, экономики. Ну, просто такие яркие какие-то проекты тоже осуществляются на территории Абхазии. Вот. Но здесь, мне кажется, тоже нужно подводить какую-то долгосрочную базу. Вот смотреть, какие совместно мы задачи большие, в том числе региональные, могли бы решать. Вот. Несомненно, в эту повестку мог бы войти, допустим, вопрос того же, сейчас обсуждается с разных ракурсов, вопрос транзита через нашу территорию. Как это можно было бы сделать? Какие шаги для этого необходимы? Мне кажется, это обеим сторонам, интересам обеих сторон соответствует. Вот. Ну, в целом, региональная безопасность, тоже мы там свою роль могли бы сыграть. Актуальность этих вопросов, она будет расти в свете того, что вообще международная турбулентность набирает обороты. Ну, знаешь, все-таки, да, произошло, я вот как бы уже не задаю вопросов, да, как бы полемизирую, пытаюсь полемизировать по этому поводу. Перезагрузка-то произошла, но, собственно говоря, там Россия изменила там свое поведение, да, там отношение к Абхазии, да, то есть с другой стороны вот это изменение, оно принесло там, насытилось там повестка российско-абхазских отношений различного рода проектами. Мы это каждый там через день видим, да, что-то открывает, какие-то фестивали, какие-то программы, да, морское сообщение, воздушное сообщение. Воздушное сообщение, тут еще и культурное, и идеологическое, и пропагандистское, там очень много всяких различных проектов, но, собственно говоря, мне иногда кажется, что абхазской повестки, то есть абхазских идей особенно не очень много. То есть, вот кто в этом виноват? Предыдущая повестка тоже она не из Москвы была спущена? Да. Здесь я говорю о том, что у меня всегда все время претензии к абхазской власти, то есть в этом плане. Мне кажется, вот этой инициативности, собственно говоря, и не очень-то видно, да, то есть одно дело, там, ты приходишь, там какие-то, кто-то там идею принес, да, одобрил, ты там ленточку порезал, сказал какие-то дежурные слова, и на этом все закончилось. Да? И потом некоторые проекты, они как-то в нашей реальности, действительности, они как-то, может быть, и не вписываются. С другой стороны, были хорошие идеи, которые потом в дальнейшем, они, как бы, были, как бы, очень неприглядном как бы, аспекте их будущее сложилось. Да, вот вначале, я помню, когда Бадра Гумба стал президентом, да, там он говорил, мы будем воспитывать новые кадры, потенциал, команда Абхазии и так далее. Потом вот эта команда Абхазии вдруг была отдана политтехнологам, они вдруг стали принимать участие в муниципальных выборах и так далее. То есть, собственно, сам проект, сама идея, она оказалась как бы достаточно наверное, испачканной. Знаешь, в чем дело? Мне кажется, просто пиар, он не должен идти впереди реальных дел. Надо всегда впереди. Вот это серьезная ошибка. Тем более для таких малых обществ, как Абхазия, пиар, пропаганда, они могут иметь очень короткий эффект, и обратный потом будет, конечно, эффект тоже. Вот. Мне, еще раз говорю, проблема в том, что не сформулирована та программа, которую нужно пиарить. Вот, неизвестно видение по конкретным направлениям. Что мы будем делать? У нас масса острых вопросов. Может, какие-то непопулярные меры нужны. Вот когда это будет сформулировано, желательно, конечно, это делать совместно, не только в кабинетах власти, но совместно с разными политическими силами. Потому что тяжелая ситуация, контекст очень тяжелый.
надо же думать, как мы будем в этом контексте выживать, потому что непредсказуемо развивается ситуация. А если в такой ситуации должна быть какая-то управляемость, какой-то необходимый уровень взаимного доверия и взаимодействия разных политических сил, то есть, исходя из этих интересов, мне кажется, власть должна давно была инициировать серию встреч, больше выступать по вот этим животрепещущим вопросам, чтобы и тогда встанет вопрос, как это представить обществу. Вот тут нужен, естественно, пиар. Если у тебя есть четкая линия, ее надо пиарить. И тогда не будет вот этого, что называется, обратного эффекта. Ну, четко, может, и тезисы какие-то есть. Там, допустим, этот год объявлен годом села. И там тот же Бадра Гумба в своем послании, первом послании, ежегодном послании парламенту заявил о том, что каждое абхазское село получит там, в этом году 1 000 000 рублей. Ну, вообще здесь это хорошо, что город годом села объявлен. Но я вообще думаю, что надо подумать и о продовольственной безопасности. Ну и дальше дай мне мысль свою развернуть все-таки. Да. Но на слух это очень прекрасно звучит, да, 1 000 000 абхазскому селу. Но какой-то расшифровки, что это 1 000 000. У нас села разные бывают, очень большие, там Лыхны, Дурипш, Кутол, это села, которые это по своим размерам и по населению этих сел, они сопоставимы там чуть ли не с районными центрами у нас, да? Лыхны больше, чем районные центры. Да, количество жителей в Лыхне больше, чем в Гудауте, это точно. И, допустим, маленькое какое-нибудь село, я не знаю, Агараки, да, там, или вот мое же родное село, оно тоже достаточно небольшое, там, Хуап. Там, ну, это же тогда вам лучше, вам больше достанется из этого 1 000 000. Так я переживаю за лыхненцев, да, условно говоря. То есть она как-то, я надеялся, я это взял как бы маленькую деталь, хотя вот по тому же посланию у меня там, допустим, куча всяких вопросов возникла, но я думал, какая-то расшифровка все-таки будет от соответствующих министерств, ведомств уже после там этого послания, но кроме того, что вот президент отметил, а вы сами что-то как бы можете наполнить это содержанием, конкретикой какой-то, вот все вот эти тезисы. С другой стороны, я вот сейчас вспомнил те поручения, которые там Бадра Гумба, президент, давал там в конце августа прошлого года, да, там были расписаны даты, там конкретные поручения, и отчета по этим поручениям мы тоже особо и не увидели. И я как бы потом уже, когда это послание прозвучало, я как раз начал копаться в интернете, вот как бы изучать, вспоминать вот эти поручения, которые были даны в августе, и понял, что, собственно говоря, больше половины из них не выполнено. То есть вот этой системы отчетности, ответственности за результат абсолютно никакой. Ну вот это хороший пример привел. У нас очень маленькие ресурсы. И очевидно, что с этими маленькими ресурсами пытаться заткнуть все дыры, это все равно, что штопать Тришкин кафтан. Вот, будет в разных местах рваться. Еще раз говорю, необходима, по крайней мере, краткосрочная программа. Вот что будет делать, допустим, власть или что и в этом году. Вот по тем-то важным направлениям. Вот сейчас мы видим, что ускоряется инфляция, допустим. Дорожают продукты питания, другие там товары. Вот. Перед лицом этого какие мы меры будем принимать, какие наши собственные возможности, как нарастить наши экономические возможности. Потому что непростое время будет переживать и вообще планета, и наш регион, и мы в частности.
Поэтому, я еще раз говорю, нам нужно выработать вот эти небольшие наши ресурсы, направить на реализацию этих задач. Естественно, то, что у нас улучшились отношения сейчас с Москвой, какие-то новые возможности появились, их тоже надо по максимуму использовать. При этом максимально укреплять свою репутацию. Ну, да. Конкретно каким образом? Ну, я не знаю. Нужно, во-первых, последовательно эти проекты реализовывать, качественно. Вот. Я же читаю, там какие-то есть уже нарекания по реализации, там вот эти вещи возникают. Вот. Но в первую очередь наша внутренняя программа должна быть выработана. Что мы можем внутри предложить, что мы можем вовне предложить. Какой наш региональный функционал вообще. Ну, мы же говорим о том, что мы независимое государство. Независимое государство, оно должно выполнять какую-то функцию, чтобы в его существовании были заинтересованы какие-то внешние акторы, внешние силы, вот, крупный капитал, не знаю. То есть мы должны найти свое место. Это очень актуальная задача. Тем более, мы уже много раз говорили, в свете того, что Зангезур развивается, а это направление у нас тупиковое. Кстати, вот так с налета его тоже не решишь, этот вопрос. Это же большая дипломатическая работа нужна. Это же не так просто. И грузинское общество, оно настороженно к этому относится. Абхазское общество настороженно относится. Есть масса других препятствий, всякие законодательные акты, решения и так далее, которые в Грузии были приняты. Этим надо заниматься. Это тоже должно быть частью нашей повестки, чтобы это направление заработало. Вот, мне кажется, вот на этот год об этом нам надо подумать. Но я бы хотел сейчас все-таки переключиться с внутренней повестки на внешнюю, тем более сейчас в мире многое чего творится, да? Творит Трамп, и такое ощущение, что тебя вот окунули в 30-е годы. Нет, по-моему, раньше даже. Ну, проблема судетов, да, там по-моему, сговор. Нет, по-моему, раньше, только в тот период, когда еще не было общепризнанного международного права. Да. Ну, я говорю о ситуации, которая складывалась, у меня ассоциативный ряд, это вот история с судетами, когда Гитлер потребовал там, Там хоть немцы жили? Но, правда, мне сложно сказать, кто сейчас будет играть роль Чемберлена, да, но... История, она же прям-то нельзя экстраполировать, она не повторяется. Она всегда в новых качествах реализуется. Есть какие-то закономерности, конечно. Но все равно, как в литературе есть несколько, там, 20 сюжетов, которые так или иначе всю историю человечества, как только человек научился писать, и он вот как бы пытается излагать там в прозе, в поэзии там, и так далее. Ну, собственно говоря, в политике эта сюжетная линия как бы тоже по своему разнообразию, она тоже не очень-то отличается. Поэтому вот как бы история всегда повторяется так или иначе. Но я в связи вот со всем тем, что происходит, да, все-таки вот речь идет сейчас на полном серьезе о том, что он как бы переживает острый кризис. У этого ООН появился как бы осязаемый противник, всесильный, в лице там Трампа, который считает, что, собственно говоря, он уже изжил себя, и нужны другого рода институты, и он как бы создает свое... Совет мира. Да, Совет мира, свой ООН и так далее. Вообще, как вот этот слом этой существовавшей международной системы, там сколько она уже... 80 лет, да, существовала, да.
вот способен отразиться на нас. В силу вот нашего статуса мы не входим в ООН, да, мы как бы по международной терминологии там частично признанные, да, но тем не менее вот как все это на нас отразится, все эти события, которые там происходят в Гренландии и так далее. Ну, сейчас вообще, наверное, смешно, когда абхазские эксперты пытаются прогнозировать судьбу мира, но попытаемся. Да. Вот. Но я предлагаю просто посмотреть на все это через призму Абхазии. Да, попытаемся. Ну, понятно, ты совершенно прав. Ну, он вообще держался за счет баланса сил. Да, чтобы были силы друг друга уравновешивающие. Сейчас такой баланс отсутствует. Вот. Даже казалось, те связи, которые были прямо незыблемые, США, Европа, они на наших глазах трещат по швам. Ну, надо посмотреть, сейчас в США не за горами выборы в Конгресс, вот, как там позиции Трампа укрепятся или ослабнут, вот, тогда можно будет судить о том, насколько этот курс, трампизм, будет пролонгирован во времени. Ну, естественно, я далек от мысли говорить, что это просто, нынешняя политика, это просто результат сумасбродства Трампа, одного человека. Несомненно, там есть влиятельный политический класс, опирающийся на какое-то электоральное поле, которое позволяет эту политику осуществлять. Вот. Мы же не видим никакого серьезного сопротивления внутри в США, пока не видим, вот этому курсу. Вот. Ну, вообще это, мне кажется, это ситуация отражения того кризиса, который существует. Конечно. Ну, вообще кризис идеологически переживает и западное, европейское пространство, но переживает, конечно, общезападное пространство, связанное с разочарованием в левом либерализме, вот, с его последствиями точнее. Вот, но это все, сейчас качели пошли в правую сторону, что было неизбежно. Это уже предсказывали много лет. И вот мы видим, что это происходит, кстати, не только в США происходит, в Европе тоже происходит. Поэтому вот я всегда был противником того, что вот это, против этого клише коллективный Запад говорит. Ничего коллективного, тем более, не бывает, потому что есть разные интересы. И ритмы развития этих государств внутренне, они тоже отличаются, интересы отличаются. Вот, видим, восточные европейские страны, они более консервативные, вот, там больше такие национальные идеи представлены, чем в более западных странах. Но этот процесс в стороне от этого процесса не остались и страны старой Европы. Вот. То есть перелицовка происходит. Но если этот, вот еще раз говорю, если этот курс продлится, естественно, мы уже видим попытку создания какой-то новой международной структуры, куда будет перетечет влияние из старой ООН. То есть она будет уже, предполагается, что она будет основываться не на старом балансе сил, а на диктате самой сильной страны. Не думаю, что это вот прям вызовет восторг. Вот сейчас, если дальше будут расходиться интересы США и Европы, европейских стран, нельзя исключать, что они будут искать наращивать свои отношения с Китаем, как с государством, которое способно выступить в качестве противовеса такой политики Соединенных Штатов. То есть альянс Европа-Китай. Ну, Макрон об этом это раньше выглядело вообще совершенно нереалистично, но Китай вообще, вот если за ним следить, он проводит достаточно респектабельную политику. Вот. И это вообще стиль китайской политики, когда результаты добиваются не прямым применением силы, а ее демонстрацией, экономической мощью, ну, просто демонстрацией своих масштабов и возможностей. Это очень большое оказывает впечатление. Естественно,
И как если взять по отдельности страны, сопоставимую экономику США, более-менее сопоставимую, имеет только Китай. И в отличие, ну я не говорю про Европейский Союз, потому что достаточно с политической точки зрения рыхлое образование, мы видим. Слишком очень много бюрократии. Сомневаюсь тоже, что в таком виде Европейский Союз перед лицом вот этих вызовов он выстоит. Вот. Я думаю, его ожидают серьезные потрясения. Вот очень многое зависит. То есть, если США вернутся в рамки, в русло традиционной своей политики на европейском континенте, это одно. Но если нет, что очень вероятно, то мы будем видеть новые конфигурации. Как на нас это может отразиться? Да, тут надо просто держаться стратегического союзника, который способен обеспечить твою безопасность, вот, выстраивать с ним отношения, искать, какие у нас могут быть конфигурации в регионе совместные. Вот. Потому что мы знаем, что мы всегда живем в условиях военной угрозы со стороны Грузии. Она, кстати, никуда не пропала. В Грузии тоже сложные происходят внутренние процессы, но то, что мы видим в масс-медиа, оно особо оптимизма не внушает. Потому что мы видим возрождение вот этой вот агрессивной риторики в нашем отношении. Вот. Над этим, несомненно, надо работать нашим дипломатам. Не просто обмениваться какими-то обвинениями через официальные заявления, надо заниматься дипломатией. Посмотреть, где у нас существует, есть у нас сфера, где мы не можем добиться никакого прогресса, это вопрос государственно-правовых отношений. Вот. Но есть сферы, где мы можем продвинуться. Это ситуация в приграничных районах, приграничная торговля. Ну, просто хотя бы найти какие-то механизмы снятия вот этой напряженности, которая из средств массовой информации обязательно перетечет в сферу актуальной политики. Потому что общественное мнение, оно влияет на реальную политику. Вот. И власти Грузии, они вынуждены будут следовать фарватере вот этих радикальных настроений в отношении Абхазии. То есть мы это все должны понимать, заниматься дипломатией, усиливать наши военные возможности в сфере безопасности во взаимодействии с нашим стратегическим партнером. Вот. В то же время озвучивать идеи, которые могли бы соответствовать контексту геополитическому. Вот. Здесь надо понимать, что разные акторы в регионе присутствуют. Они и конфликтуют, и взаимодействуют друг с другом. Вот мы должны в этом вот сложном мире найти свою долгосрочную позицию, пережить этот сложный период, вот, и обеспечить тоже здесь стабильность, чтобы на нас не смотрели как на какую-то угрозу, что от нас какая-то угроза проистекает вот чем-то интересным. Ну, ты говорил о том, что сейчас период создания новых зон интересов, перераспределения, возникновения новых каких-то союзов, новых форм сотрудничества и так далее. Но вот сейчас, допустим, что касается там постсоветского пространства, там Молдова заявила о том, что она уже как бы инициирует выход своей страны, правительство Молдовы, о том, что выход Молдовы из состава СНГ. С другой стороны, вот в контексте, опять же, происходящего, Дугин, известный политолог российский, заявил о том, что вот необходимо в Азербайджане, России как бы
очень сильно влиять, это я мягко говорю, очень сильно повлиять на Армению, Азербайджан и Грузию, о том, что они должны стать пророссийскими, то есть они должны Войти в союз. Войти в союз. Насколько вообще вот эта идея, вначале понятно, что СНГ в той форме, в которой он создавался, он и тогда был не очень-то жизнеспособным организмом, а сейчас, в общем-то, понятно, что это вообще умирающая структура. И насколько вообще возможно вот то, о чем говорят и многие эксперты, это не только Дугин говорит о том, что СССР-2, воссоздание некого СССР-2 на этом пространстве. Ну, вот много говорят про воссоздание СССР-2, но вместе с тем никто из них не сформулировал, а на чем он будет базироваться, для чего он нужен. СССР-1 же он тоже не просто так возник. Это просто политической элите тогдашней, большевистской. Во-первых, тогда идеи коммунизма, они имели международную популярность. Напомню, только что прогремела Первая мировая война, гигантские жертвы, разочарование, очень падение жизненного уровня и, соответственно, рост левой идеологии происходил. На этом фоне Советский Союз возник. Его создатели, они предложили вот этим субъектам Советского Союза те идеи, которые для них показались привлекательными. Я помню, там была идея в том числе права нации на самоопределение. Вот как ни странно, Советский Союз был создан благодаря тому, что продвигалось право нации на самоопределение. И что этим нациям, самоопределившимся, вместе будет легче решать свои политические, социальные, экономические проблемы. Кстати, много было плохого в Советском Союзе, я сам не поклонник этой формы правления, потому что показалось, что тупиковая модель с экономической точки зрения. Вот. Слишком много было там идеализма. И выродилось это все в своеобразную религию, оторванную от реальности, что сейчас происходит с левым либерализмом, кстати. Вот. Но тем не менее достижения были в плане модернизации страны. Если говорить о каких-то объединениях, во-первых, надо, в данном случае о России говорят как о центре притяжения. Россия должна предлагать то, что нужно этим государствам. Это идеи экономического развития, безопасности, научно-технического прогресса. Вот эти окраины Российской империи, они видели в свое время, для них Москва и тогдашний Петербург, это был поставщик передовых знаний, передовых идей, источник материального, интеллектуального, культурного роста. Вот. Это же не просто так эти империи существуют, иначе это было бы сродни империи Александра Великого, что она моментально бы развалилась, как только исчезла военная сила, в достаточных масштабах, чтобы эту территорию контролировать. Поэтому, когда говорят о каких-то интеграционных моделях, нужно не взывать к каким-то эмоциям, а посмотреть с прагматической точки зрения, что та или иная интеграционная модель может дать участникам. И навязывать что-то сверху силой сейчас не получится. Это можно вызвать серию конфликтов. И, во-первых, это тоже из области о том, что мы говорили в начале, что пиар не должен опережать реальный ход событий. Когда у тебя существует какая-то программа действий, тогда ее можно пиарить. А так это просто вызывает напряжение. Мы видим, какая реакция в этих странах. То есть на ровном месте можно создать себе проблемы. Поэтому с такими заявлениями, конечно, шутить не стоит. Надеюсь,
это частое мнение самого Дугина, вот, не более того. Вот, потому что могут быть последствия обратные тем, которые автор этих заявлений ставит. Вот что может происходить. Ну, собственно говоря, на этом я, наверное, все-таки буду завершать нашу передачу. Всех опять с Новым годом, с наступившим Новым годом. Надеюсь, этот год у нас будет заметно лучше. Год будет тяжелый. Понятно. Да, и легких годов в ближайшее время не будет. Вот. Это надо четко понимать. Вот. Такой период относительного такого стабильного развития, который был в начале 2000-х годов, особенно после нашего признания, к сожалению, эта страница уже практически перевернута. Это надо понимать, как не жалко это. Это реальность. И тем не менее, будем надеяться, что все у нас будет хорошо. Я буду с вами прощаться. Еще раз напомню, что сегодня... Присоединяюсь к твоим надеждам. Да, сегодня у нас в гостях был Астамур Таня. Мы говорили, подводили итоги прошлого года, говорили о сегодняшнем дне. Почти не говорили о Гренландии, но ее подразумевали. В общем-то, всех с Новым годом. До новых встреч. Всего доброго.